каждой семье есть бережно хранимые семейные альбомы с фотографиями любимых, родных людей. Семья Ивановых-Корниловых известна и почитаема у нас в Нюрбе. Как пишет в своей книге «Венские стулья» Капитолина Капитоновна Алексеева, было нас у мамы 9 душ. Трудно поднимала она такую ораву, установив для себя планку на, казалось бы, недосягаемую высоту – дать всем детям высшее образование. Мама Ефросинья Николаевна Иванова, урожденная Санникова. Она выделялась среди других своим характером. Мама всегда была самостоятельной, и в родной Нюрбе про нее говорили: у Ефросиньи мужской ум. Если вернуться в прошлое, то мама воспитывала нас в строгости. Иного она просто не могла себе позволить. Шутка ли иметь 9 детей, все как на подбор шустрые, любознательные, умные, каждый со своим характером. Из семьи Ивановых-Корниловых вышли достойные, уважаемые люди, прославившие не только родной район, но и республику. Это Валентин Капитонович Иванов, бывший кандидатом в отряд космонавтов, военный летчик, кандидат военных наук. Это Геннадий Андреевич Корнилов, генерал МВД. Сама Капитолина Капитоновна Алексеева Иванова, известный в республике общественный деятель. Самый младший из детей Анатолий Андреевич Корнилов, кандидат медицинских наук, известный хирург-фтизиатр. Сегодня мы говорим о семье Ивановых-Корниловых вот по какому поводу. 1 мая мне позвонил мой большой друг Валентин Капитонович Иванов из Москвы и сообщил о том, что в группе WhatsApp появились фотографии из их старого семейного альбома. Очень просил узнать, кто, где находятся эти фотографии, хотя ему сообщили, что их разместила в группе школы номер 3 Мария Андреевна Капустина. И он попросил меня связаться с Марией Андреевной, узнать, действительно ли цел этот альбом и есть ли возможность передать его в семью. Я связалась с Марией Андреевной, и она подтвердила. Мало того, она мне сказала, что этот альбом хранился в семье Александры Валерьевны Петровой, учительницы истории школы номер 2. И Александра хранила этот альбом 6 лет, вот уже более 30 лет. И мы сегодня пригласили и Марию Андреевну, и Александру Валерьевну к нам в музей. И давайте узнаем обо всем из первых уст. Добрый день, Мария Андреевна. Добрый день, Александра Валерьевна. Ну, давайте начнем, Мария Андреевна, с вас. Как это все началось? Так, мне по WhatsApp Александра отправила старые фотографии. Так, и написала, чьи эти фотографии, можно ли узнать, кому они принадлежат. Я посмотрела на эти фотографии и сразу узнала нашего завуча первой школы Кугаевского Павла Леонидовича. Потом увидела фотографию, старую тоже фотографию, первой школы. Только корпус был один, второй строился, там леса стояли. Увидела фотографии летчиков и сразу подумала, очень уникальные фотографии. И сразу же вот эти все фотографии отправила тоже WhatsApp в группу нашей 3-й школы. И там учителя стали писать, чьи эти фотографии, да, стали писать имена. Они узнали Семена Семеновича молодого, хотя я вначале его не узнала, да, но думала, какое-то знакомое лицо. Да, ну вот на этом у меня все закончилось. Да, ну а потом мне позвонила Анна Андреевна, сказала, у кого вот этот альбом. Но я сказала у нашей молодой учительнице Александры Валерьевны, вот этот альбом находится. Спасибо, Мария Андреевна. Ну и теперь к Александре. Вот ты в 6 лет уже маленькая девочка нашла этот альбом и его сохранила. Давай послушаем тебя. Точнее будет сказать, что я не находила, а он был всегда
все это время. Мы тогда жили на берегу реки Вилюй, на улице Ленина, и в 7 лет мы переехали в Баян. Каким-то образом на совещании этот альбом был перенесен в наш новый дом, и в течение 31 года он безымянный, безмолвный лежал в нашем гараже. Периодически каждые 10 лет я просматривала альбом, но никого не узнавала, никого не знала, и почему-то этой весной мне захотелось поделиться с этим альбомом, и я обратилась к нашему краеведу Марии Андреевне с точной догадкой, что она, может быть, знает этих людей, да, и отправила ей по WhatsApp, предварительно сообщив, что этот альбом хранится у меня 31 год. Мои родители никогда не узнавали про этот альбом, никогда не знали, по-моему, они принадлежат, но я предполагаю, что когда Анна Андреевна сообщила мне о каком-то пожаре по улице Советской, я, кстати, когда 5-летняя девочка, я помню этот пожар, и, возможно, альбом был перенесен во время пожара к нам. И предполагаю, таким образом он у нас оказался. История краткая. Я, когда просматривала, мой взгляд всегда останавливался на ребенка, потому что я сама была ребенком, да? А эти люди были для меня большие и никакого интереса для меня не представляли тогда. И по молодости лет я тоже никогда даже не думала говорить об этом альбоме кому-либо. Вообще ни одна живая душа не знала, чей этот альбом, кому принадлежит. И почему-то в этот год, также говорят, когда вещи хотят сами выйти к людям, да, и, по-моему, альбом сам. Пришло время. Пришло время альбома, так полагаю. И я очень искренне рада, что альбом попадет именно к родственникам этих людей, которые столько лет для меня были безымянными. Спасибо, Александра. Ну, это, конечно, очень удивительно, что девочка 6 лет хранила вот этот вот альбом. И, как говорится, действительно пришло время, чтобы семья получила вот этот вот свой альбом, который считался очень долго утерянным при пожаре, который произошел вот в гараже этой семьи. И Валентин Капитонович Иванов и вся семья Ивановых-Корниловых передает вам свою огромную благодарность и признательность. И мы этот альбом передадим обязательно в семью Ивановых-Корниловых. Этот альбом принадлежал семье самого старшего сына Ефросиньи Николаевны, Иннокентия Капитоновича Иванова, военного летчика-истребителя, одного из первых летчиков-нюрбинцев. После увольнения в запас Иннокентий Капитонович вернулся в Нюрбу, только образованный Нюрбинский авиаотряд, и позже пригласил многих своих однополчан, бывших военных летчиков в Нюрбинский авиаотряд. Именно Иннокентий, старший брат, повлиял на выбор Валентина стать военным летчиком. И Валентин Иванов стал отличным летчиком-испытателем. Прошел отбор кандидата в отряд космонавтов. Если бы не авария во время очередного задания в 1969 году, в Якутии был бы свой космонавт Саха. Несмотря на полученное увечье, Валентин Капитонович Иванов остался на военной службе, стал заслуженным военным специалистом России, всю жизнь отдал военной службе. И он – гордость нашего народа. В заключение хочу привести слова Капитолины Капитоновны о маме. Мама, не сидевшая за партой ни одного дня, так и не научилась читать и писать. Но она научила каждого из нас главному в жизни – быть человеком.